Как готовиться к отопительному сезону и о престижных соревнованиях в манеже расскажем. Это новости на канале Осетия. В студии Светлана Бхалагова и коротко о главных темах выпуска. Открыто об экологических проблемах. Министр природных ресурсов и экологии Чермен Мамиев ответил на вопросы журналистов. Сегодня он стал участником проекта «Открытое правительство». Ирочка ей в будущем никак не мешает. Здесь ничего не кровит, все чисто, как видите. Не украшение, а подтверждение того, что животное привитое не представляет опасности для человека. Собак с клипсой сегодня все чаще можно встретить на улицах города. Именно этот вид спорта, он набирает обороты. И у нас уже есть ребята, которые уже заявили о себе на весь мир. Поэтому хотелось бы, чтобы еще наши начинающие бойцы тоже себя проявили. Владикавказ готовится к престижному турниру по ММА. Он пройдет в столице Северной Осетии уже совсем скоро. Готовы ли достойно представить республику осетинские спортсмены? Долги жителей Дегорского района за потребленные коммунальные услуги в 2018 году стали меньше. Об этом сообщил глава администрации Марклен Кадзасов на совещании по вопросам социально-экономического развития района. Оно состоялось сегодня под председательством премьера Теймураза Тускаева. В выездном совещании также приняли участие министр сельского хозяйства Республики Казбек Вазиев и министр финансов Каспулат Бутаев. Марклен Кадзасов также отчитался, что с 2017 по 2018 год в порядок привели 10 дворов многоквартирных домов, отремонтировали школы и детские сады. Капитальный ремонт провели и в домах культуры в Дегоре и в станице Николаевская. Говорили на заседании и о сельском хозяйстве. Отметили, благодаря инвентаризации земель и повышению арендной платы в бюджет района в 2017 году поступило 23 миллиона, в 2018 – 44 миллиона рублей. Подробнее о развитии района расскажут мои коллеги в осетинском выпуске. Унальское хвостохранилище накроют саркофагом, а за стихийные свалки будут штрафовать глав населенных пунктов. Министр природных ресурсов и экологии Чермен Мамиев ответил сегодня на вопросы журналистов. Он стал участником проекта «Открытое правительство». На мероприятии были и мои коллеги. О том, что интересовало журналистов, расскажет Хетак Плиев. Вопросов у журналистов было много. Конечно, министра спрашивали о проблеме с вывозом мусора. К примеру, в прошлом году в республике выявили около 100 несанкционированных свалок. В этом еще 48. Из-за них и штрафуют глав администрации. По словам руководителя ведомства Чермена Мамиева, проблема с вывозом мусора решается. Еженедельно мы мониторинг проводим именно по контейнерным мусорным площадкам. Вывозится или нет. И там каждый понедельник на стол главы республики ложится оперативная информация, сколько и в каких районах у нас где-то есть нарушение графика, сколько невывезенных мусора, то есть это контролируется. Также говорили о ликвидации хвостохранилищ. К примеру, в Унале уже месяц идут работы. Вариантов вывоза отходов не так много, так как их переработка экономически не всем выгодна. Валы клинкера на территории завода «Электроцинк». Плюс у нас из условно санкционированных и несанкционированных свалок крупных 11. Все эти объекты внесены в госреестр, все они прописаны в нацпроекте. До 2024 года на них определено финансирование в районе 4 с лишним миллиардов рублей. И первые поступления в этом году уже с началом осуществления этих проектов в республику поступило. И на данный момент в Унале и Феогдоне уже работы ведутся, подрядчик определен, и уже больше месяца и там ведутся работы. Также журналистов интересовал вопрос о судьбе переднеазиатского леопарда Эльбуса. Чермен Мамиев говорил, что пока неизвестно, пропало ли животное или погибло. Его ошейник до сих пор подает сигнал, находится он между Северной и Южной Осетией. Также министр заявил, что в следующем году планируется выпустить 1000 фазанов, а также еще 3 леопардов. Нам на следующий год за этого и планируют дать 1 девочку и 2 мальчиков. То есть они все-таки еще нету, это путинская программа, по этой программе еще нету потомства. То есть потомство, которые выращены в неволе, но получили потомство на воле. То есть вот если этот процесс произойдет, что мы получим маленького леопардика, который на воле уже родился, это будет тогда венцом этой программы, что они адаптируются, они могут себя воспроизводить, они могут размножаться.
Министра также спрашивали о том, реально ли экология в республике, да и в целом мире ухудшается. По мнению Чермена Маймиева, если сравнивать с прошлыми веками, то ситуация становится хуже, так как увеличивается количество промышленных предприятий. Как вы говорите в параллель, что продолжительность жизни в 19 веке, когда экология была чище, но и медицина тогда тоже отставала, соответственно. Так что я думаю, не совсем, как я с вами согласен, что проблемы нет, она есть, и я думаю... Если почему тогда созданы нацпроекты, почему эти программы «Чистая вода», «Чистый воздух», создание регоператоров первых, вторых классов опасности, публичная правовая компания третьего, четвертого класса опасности. То есть все, я думаю, она есть, проблема есть, и с этой проблемой надо бороться, и это проблема не одного дня. Министр отметил, что силами одного лишь ведомства улучшить экологию не получится. Главную роль в этом должны играть сами люди. Если население будет бережнее относиться к окружающей среде, только тогда ситуация станет лучше. Хетак Плиев, Александр Каджаев, Новости Осетии. Заседание по делу Бесланского маисового комбината перенесли. Сегодня на процесс не пришел конкурсный управляющий. За это он будет оштрафован. Насколько, станет ясно 24 июля. Напомним, комбинат закрыли в 2011 году, а спустя еще 3 года из-за долгов перед кредиторами завод признали банкротом. У предприятия остались огромные долги по заработной плате перед сотрудниками. На сегодняшний день больше 300 человек не могут получить свои деньги. Причем суммы эти от 200 тысяч до 1,5 миллиона рублей. Следующее заседание назначили на 29 июля. «Единая Россия» утвердила список кандидатов в депутаты Собрания представителей Владикавказа. Об этом стало известно сегодня на конференции. Решение приняли путем тайного голосования. Список сформировали по итогам предварительного голосования, где члены партии, ее сторонники и беспартийные граждане могли выдвинуть свою кандидатуру. Жители сделали свой выбор, и в список вошли те, кто вел активную деятельность в своем городском округе. Депутаты утвердили 20 кандидатов по спискам и 16 по одномандатным округам. Они смогут принять участие в выборах в Собрании представителей Владикавказа. Единый день голосования пройдет 8 сентября. Выдвигаюсь в первый раз, но политическими процессами и политикой, в принципе, увлекаюсь с детства. И, как я вам уже сказал, 2 года являюсь помощником, и 2 года мы помогаем людям на нашем районе, то есть решаем их вопросы. Соответственно, вот сейчас идут выборы в городское собрание, прошел предварительное голосование и буду участвовать. Я считаю, у нас получился достаточно сильный список, в котором представители практически всех сфер жизнедеятельности, в которых человек может себя самореализовывать. У нас там есть и врачи, у нас там есть и бывшие депутаты, у нас там есть и люди, которые первый раз пытаются побороться за депутатский мандат. И поэтому с оптимизмом смотрим на сентябрьские выборы. Надеюсь, что результат будет тот, который устроит и нас, и наших избирателей. В Северной Осетии готовятся к отопительному сезону, приводят в порядок теплотрассы, меняют трубы, модернизируют котельные. Особое внимание уделяют больницам и школам. Работы проводят не только по подготовке к зимнему периоду. Во многих котельнях появится новое оборудование. С его помощью будет гораздо проще следить за работой объектов. Человеческий фактор исключать не будем, потому что человек есть человек, а автоматика есть автоматика. Мы автоматизируем свои котельные, переводим их на диспетчеризацию, то есть проводим определенные мероприятия в этом вопросе в нормальном режиме. В этом году глава республики Вячеслав Битаров поставил перед коммунальщиками задачу, чтобы все районы получили паспорта готовности к отопительному сезону раньше установленных сроков. В Министерстве жилищно-коммунального хозяйства отметили, все работы в республике проходят согласно этому распоряжению с опережением графика, и лишь некоторые объекты требуют пристального внимания. Если вот на сегодняшний день министерством проведем мониторинг ситуации дел, то как готовиться, и мы считаем, что особых проблем и с высокой готовностью уже на сегодняшний день готовности к новому отопительному сезону находятся объекты Кировского района, Ордонского района, Яравского, Дегорского, скажем так, Моздокского района, пригородного района и города Владикавказ. Вызывает очень такую особое внимание к себе объекты, скажем так, теплового хозяйства города Беслан, ну и, конечно же, городского поселения Алагир.
Во Владикавказе зоозащитники пытаются гуманно решать проблему бродячих собак. Их начали помечать бирками. Это подтверждение того, что собака привита, стерилизована и не опасна для людей. Программой вакцинации занимаются волонтеры. Мой коллега Вячеслав Музаев отправился в ветеринарную клинику и узнал о том, как проходит процедура и с какими сложностями сталкиваются защитники животных. Бирочка ей в будущем никак не мешает. Здесь ничего не кровит, все чисто, как видите. Быстро и не больно. Животное под наркозом ничего не чувствует. Это бирка на ухе собаки, сигнал для людей. Пес не опасен. Данная собака у нас после стерилизации, и так как она бездомная, у нее нет владельцев, ей решили вставить бирочку в ухо, чтобы люди на улицах знали, что она стерилизованная, что она привитая, и что обработанная, что она не опасна, чтобы они ее, можно сказать, не трогали. Во многих странах таким способом регулируют численность бродячих животных уже десятки лет. В США больше 30, в Турции 10. В российской практике не больше 5 лет. В Северной Осетии она только появилась. Специалисты утверждают, этот способ самый гуманный. После стерилизации собака перестает быть агрессивной. Ее не опасно выпускать в среду обитания, и она не оставит потомства. В клинике уверены, если бы эту практику под контроль взяло государство, проблему бродячих животных уже через пару лет можно было бы решить практически полностью. Но пока это добрая воля волонтеров и ветеринаров. Половина, считай, наших клиентов – это бездомные животные, которые благодаря нашим волонтерам и просто не бездушным людям попадают к нам в клинику. Это начиная от вирусных заболеваний и заканчивая травмами различные этиологии. И застаревшие, и свежие, просто неравнодушные люди находят животных искалеченных, приносят нам, и мы уже занимаемся ими. Начинаем лечение и делаем операции. Послеоперационный период у нас есть передержка, там тоже стационар. И мы и лечим, и обкалываем, и перевязываем, если это была травма, и после нее операции. Муниципальная служба по отлову бродячих животных в год подбирает на улицах больше 2000 собак. Отвозят во Владикавказский питомник. Туда же каждый день привозят собак и горожане. Сейчас в нем содержат 70 животных. На их содержание из городского бюджета каждый месяц выделяют 30 тысяч рублей. Это по 14 рублей в день на одну собаку. Но содержать долго их невозможно. Говорят, спасает то, что люди почти каждый день забирают себе животных. Каждый день собаки забирают. Хорошие собаки вообще сразу забирают, овчарки особенно забирают. Вот. А маленькие, не поймешь, овчарки или что, они забирают все равно. Зоозащитники утверждают, отловом проблему бродячих животных не решить. Мест в питомнике не хватит. Потому и начали практику стерилизации. Говорят, это единственный гуманный выход. Правда, средств на это не хватает. Исключительно, я повторюсь, это держится все на пожертвованиях неравнодушных, добрых людей, за что им огромнейшее спасибо. Ну, естественно, этих людей меньшинство, и все равно этого не хватает. Мы просто по горло в долгах, мы тонем, но нам идут навстречу и врачи, и те, у кого мы берем корм, и аптеки. Мы по чуть-чуть покрываем долги, но у нас ужасный минус. Просто о нем даже говорить неприлично. Сейчас выручают пожертвования. Корм для животных на передержке, медикаменты, те же бирки. Все покупают на собственные средства. Говорят, аптеки и зоомагазины идут навстречу. Продают со скидками и дают необходимое в долг. Но это не выход. У волонтеров есть своя группа в Инстаграме «Бездомных нет». Там рассказывают о том, что делают и привлекают неравнодушных. И все же уверены, в решении проблемы бродячих животных нужна система. И еще человечный подход к братьям нашим меньшим. Многие животные попадают на улицу только потому, что нерадивые хозяева выгоняют их туда. Проблема бездомных животных так или иначе зависит от каждого из нас. Ведь, как сказал Антуан де Сент-Экзюпери, мы в ответе за тех, кого приручаем. Вячеслав Музаев, Игорь Войцеховский, Новости Осетии. Во Владикавказе состоится международный турнир по ММА. Престижные соревнования стартуют уже 14 июля во Дворце спорта «Манеж». Организаторы обещают, что в рамках турнира болельщики смогут посмотреть более 20 боев. Сейчас в столице республики готовятся к масштабному спортивному событию. Особенно спортсмены, осетинские бойцы активно тренируются и стремятся к победе. В этом убедилась моя коллега Габриэла Гаглоева.
все сразу, долго, очень сразу посадили. Смешанные единоборства утром, грэпплинг и ударная техника вечером. Так осетинские спортсмены готовятся к предстоящим соревнованиям. До международного турнира по ММА Time to Fight осталось меньше 2 недель. Соперники приедут не только из регионов России, но и из других стран. Из Турции, Ирана, Узбекистана и Камеруна. Осетию на соревнованиях представят 13 человек. Турнир должен пройти очень хорошим. Готовность у наших бойцов на 100%. Никто не приезжает сюда проигрывать, все приезжают биться до конца. И я думаю, они точно так же готовы. А октагон покажет уже, кто готовился лучше. Помимо именитых спортсменов на ринг выйдут и дебютанты. Начинающие бойцы смогут проявить себя в первой половине турнира. От выступления на этих соревнованиях будет зависеть их дальнейшая карьера. После выступления начинающих спортсменов отберут для профессиональных боев. Тренер до всех доводит внятно, всем все понятно, у всех все получается. Не сказать, что у кого-то какие-то сложности. С Божьей помощью все будет хорошо, у нас получается. И если все будет продолжаться так, как есть сейчас, то у нас все еще впереди. Будем как-то стараться пробиваться. Президент Федерации ММА Северной Осетии Ибрагим Тибилов считает, что с помощью этого турнира появится возможность открыть новые имена молодых и перспективных бойцов. Говорит, сейчас этот вид спорта набирает большие обороты не только в России, но и по всему миру. И благодаря проведению таких турниров возможно развитие ММА и в нашей республике. Именно этот вид спорта, он набирает обороты. И у нас уже есть ребята, которые уже заявили о себе на весь мир. Поэтому хотелось бы, чтобы еще наши начинающие бойцы тоже себя проявили и могли в скором времени уже представить нашу республику на больших международных турнирах. Предстоящий турнир организован Федерацией ММА Северной Осетии и бойцовской лигой GFL Бисултанов при поддержке благотворительного фонда «Богал». Ожидается, что в рамках турнира болельщики смогут посмотреть более 20 зрелищных боев. Среди рейтинговых боев будет также 2 титульных боя за звание чемпиона организации GFL. К турниру спортсмены готовятся уже 2-ю неделю. Тренировки проходят в усиленном режиме по 2 раза в день, утром и вечером. Ответственные соревнования уже совсем близко. Стартуют они в следующее воскресенье, 14 июля, во Дворце спорта «Манеж». Габриэла Гаглоева, Александр Левченко. Новости Осетии. На этом у меня все. Спасибо за внимание.